В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Второй день выборов мэра Якутска стартовал сегодня. День оленевода отметили в Оленёкском районе. В России могут увеличить срок действия паспорта. Второй день голосования на выборах главы столицы республики стартовал сегодня. Работа избирательных участков началась с 8 утра и продолжится до 20 часов по местному времени. Проголосовать смогут только граждане, проживающие и имеющие регистрацию в Якутске. Отдать свой голос можно только на избирательном участке по месту жительства. Для организации надомного голосования гражданам, которые не могут подойти в избирательный участок самостоятельно, необходимо позвонить по номеру 40 80 35. Заявки принимаются до 14 часов завтрашнего дня. Отмечу, что в первый день голосования свой выбор сделали более 20 тысяч горожан. Много у нас заявок поступило от избирателей, которые по состоянию здоровья, в силу инвалидности или по другим уважительным причинам, например, если люди изолировались, болеют, заявки поступили. Итоги выборов главы города Якутска будут подведены 28 числа после 20 часов, потому что некоторые недопонимают, они думают, что каждый день мы будем подводить итоги. Нет, сейчас идет просто голосование, а подведение итогов уже по самой процедуре выборов — это в последний день, после 20 часов. Вскроются ящики, и мы узнаем, кто стал главой нашего города по итогам голосования избирателей. Сейчас участковая избирательная комиссия осуществляет процедуру перемещения бюллетеней в сейф-пакеты, которые будут храниться на участке. В Желенде Оленёкского района впервые после 19-летнего перерыва прошел праздник оленеводов. В нем в рамках рабочего визита приняли участие премьер Якутии Андрей Тарасенко и вице-премьер Михаил Никифоров. Они вручили представителям оленеводческих хозяйств награды от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства республики. За многолетний добросовестный труд и достижение высоких и производственных показателей в отрасли оленеводства награды получили оленеводы МУП «Жилинский» и оленеводческой бригады номер 2 МУП «Оленёкский». Также в ходе праздника состоялся парад представителей оленеводческих хозяйств, предприятий и учреждений наслега, выступления творческих коллективов и традиционные гонки на оленьих упряжках. С вашим профессиональным праздником, Днем оленевода! Уважаемые друзья, хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы сберегли традиции, передаете эти традиции из поколения в поколение. Это очень большую вы делаете хорошую работу. И хочу вам пожелать здоровья и, главное, счастья и особенности воспитания вот такой молодежи. 26 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. На Якутск приходится 15 случаев, по 2 инфицированных в Вилюйском, Горном, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. А в Мегино-Кангаласском районе выявлен 1 случай. За сутки лаборатории республики провели 1738 исследований. Срок действия паспорта могут продлить в России. Предположительно, документ будет действителен в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав. Имеется в виду невозможность регистрации в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал госуслуг» с целью подачи заявления о выдаче или замене паспорта. Кроме того, трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг из-за недействительного паспорта. Компания «Алроса» повышает квалификацию специалистов по обслуживанию газобаллонного оборудования. Программа газификации транспорта реализуется 6-й год. За это время на метан перешли 3 сотни единиц транспорта. Для повышения надежности оборудования и транспорта необходимо постоянно повышать квалификацию специалистов. Что из этого вышло, расскажет Роман Муконин.
Человек в униформе, отличный от всех, Вадим Пепеляев, главный преподаватель одной из лучших фирм в России по работе с природным газом. Его с коллегами «Алроса» пригласила для обучения механиков и слесарей. Несмотря на активное использование газа в стране, оборудование для большинства сотрудников новое. И до сих пор не все умеют обращаться с ним правильно. Очень часто про тот же газ идут сказки по поводу того, что вот газ убивает мотор. На самом деле не газ убивает, а убивает неправильная настройка. За 15 лет работы нашей компании на сегодняшний день у нас выпущенные с нашей компании автомобиля еще никто не приехал и не сказал, а вот у меня прогорел клапан или прогорел поршень. Поработав с сотрудниками «Алроса», гости сразу же указали на недочеты. Некоторые не умели найти неисправность в топливной системе. После теоретического обучения и практики ремонтники настраивали автомобили не хуже приглашенных профессионалов. По словам Руслана Макарова, руководителя по переводу транспорта на альтернативные виды топлива, процесс перехода на газ оказался сложным для «Алроса». Но другого пути у компании нет. Метан дешевле в 3 раза, он экологичен и находится у нас под ногами. От него никто не уйдет. То есть фактически основная цель – это использовать топливо, которое добывается компанией и которое добывается в нашем месторождении. Основная цель – это уйти от доставки топлива с материка, уйти от перевалки, от негативных моментов, которые могут случиться при транспортировке жидкого топлива. В районе села Тас-Юрях у «Алроса» есть собственное месторождение – Среднебатуобинское нефтегазоконденсатное. Специалистам из академии провели экскурсию по объекту и рассказали о значительных запасах природного газа. Его добычу сейчас ведут на 11 скважинах на глубине 2 километров. Энергии пласта хватает, чтобы вести работы без дополнительного оборудования. Под давлением газ сам поднимается на поверхность. Добываемая мощность данной скважины порядка 200 тысяч метров кубических газа в сутки. Запасы месторождения газа более 40 миллиардов метров кубических газа. При существующих объемах отбора газа данного объема хватит на более 100 лет. Поэтому политику «Алроса» по переводу транспорта на газ можно считать правильной. Осталось только повысить профессионализм в работе с газобаллонным оборудованием. И тогда, надеются транспортники, мифы о газе исчезнут. Кристина Каширина, Роман Муконин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В Ленском отделении УМТС работает докер-механизатор широкой квалификации. Иван Тупицын большую часть рабочих смен проводит на высоте 5-этажного дома. Работает так уже 26 лет. О специалисте широкого профиля расскажет Олеся Васева. Зима работы прибавляет. Перед погрузкой на машину стропольщик обязательно очищает груз от снега. Сегодня на зимник с Ленского отделения УМТС отправляют барабаны с металлическим канатом. Ответственный Иван Тупицын. Стропольщик сегодня, пока нет работы на технике. На самом деле Иван Тупицын – докер-механизатор широкой квалификации. Работает на всех видах погрузочных машин. В коллективе его ценят. Специалист высокой квалификации. Работает на кранах, на всех козловых, на погрузчиках. Стропольщик, опыта у него очень много рабочего. Самое главное, исполнительный, ответственный исполнительный работник. В Ленском отделении УМТС Иван Тупицын работает 26 лет. И почти все эти годы на высоте. Большую часть стажа наработал на товарном комплексе номер 6, так называемой металлобазе. Трудился на единственном 32-тонном козловом кране. Эта техника уникальная, позволяет перемещать длинномерные грузы на территории всей рабочей области. Крановщику нужны знания физики и геометрии, а также устойчивая психика. Много времени приходится проводить на высоте. Поэтому работа на земле как психологическая разгрузка. На земле как-то быстрее время проходит. Вот так. А в кране? В кране медленно, скучно, один сидишь. Все. А тут вроде как среди людей, знаете, летом, наверное, интереснее. Все-таки груз идет с речного порта, поток большой, работа разнообразная. Хоть на земле интересней, а работать на кране приходится все же чаще. Высоты крановщик не боится, за рабочую смену может подниматься в кабину по 2-3 раза. Через 2 месяца Иван Тупицын будет проводить здесь куда больше смен. В мае начнется навигация. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Для участия в молодежном фестивале «Мусустар» в столицу Якутии сегодня утром прибыли главные хедлайнеры мероприятия. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, известный артист Михаил Галустян и певец Леван Горозия. И наш... Я еще успею. Своим опытом уже поделились сразу две известные российские публичные персоны: актер кино и телевидения Михаил Башкатов, а также телерадиоведущий развлекательных программ, диджей, актер дубляжа и шоумен Антон Камолов. О том, как прошла встреча с молодежью Якутии, далее в материале. Горящие глаза ребят, их острые вопросы. Антон Камолов признается, что ему понравился живой интерес начинающих и будущих журналистов из Якутии. Также популярный ведущий поделился, что рад быть одним из хедлайнеров фестиваля «Мусустар» и что не ожидал от него такого грандиозного размаха. Я успел заехать посмотреть центр вечной мерзлоты, старый город. Очень понравилось, очень холодно. Меня впечатлил масштаб «Мусустар», который продолжается и не один день, и даже вот основной день фестиваля, да, он такой растянут во времени, очень круто. И мне нравится то, что будет несколько площадок. И я буду, скажем так, в центре именно телевизионной части. Миша Башкатов, с которым мы летели, будет, собственно, на площадке. И там будут и артисты, и спортсмены, и участники. Поэтому, мне кажется, будет очень серьезное, грандиозное событие. Мне кажется интересным приехать не только по работе, но и самому, как туристу, отдохнуть, посмотреть. Очень здорово. А в зале кинотеатра свой мастер-класс провел актер Михаил Башкатов. Наиболее известный по комедийным сериалам «Даешь молодежь», «Нереальная история», «Кухня» и другим. Перед тем, как начать общение с начинающими артистами и студентами АГИКИ, Михаил рассказал о подводных камнях профессии, а также отметил, что сбылась давняя мечта – побывать в Якутии. Разница во времени дает о себе знать. Пока нет у меня впечатлений. Я очень надеюсь на вот эти 2 дня ближайшие, которые я здесь проведу. Я хочу, конечно, многое увидеть и со многими пообщаться. Это такой универсальный, я бы назвал это, мастер-класс. То есть, в принципе, я не считаю себя большим экспертом, но везде помаленьку я как бы всего попробовал в этой жизни. Я буду говорить и в общем, и конкретно о том, что важно для человека, который собирается, что называется, транслировать какой-то месседж или преподносить себя людям большой аудитории. Я вообще очень люблю путешествовать по России, тем более бывать в местах, в которых я еще не был. Этим вечером Михаил Башкатов и Антон Камолов будут общаться с гораздо большим количеством людей. Прямо со сцены «Триумфа». Там по-настоящему триумфально зажжет свои огни фестиваль «Мусустар». Василий Радченко, Алексей Лукьяненко, Григорий Хлопков, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя.